Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. Перемены к лучшему. В поселке Вайвож проводится ремонт досугового центра. Пусть все сбудется. Городская организация инвалидов провела традиционный праздник для особенных детей. И как рыбы в воде. В Сосногорске прошло муниципальное первенство по плаванию. В Республике Коми стартовала летняя детская оздоровительная кампания. За весь летний период планируется охватить отдыхом и оздоровлением 35 тысяч детей. Особое внимание будет уделено детям участников СВО, инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам и оставшимся без попечения родителей. На детский отдых в 2024 году мы предусмотрели очень большие деньги – 372 миллиона 400 тысяч рублей. Из них более 33 миллионов мы получили из федерального бюджета на отдых детей, проживающих в арктической зоне. Более 17 миллионов рублей направлено на подготовку республиканских баз к летнему сезону, 3 миллиона 600 тысяч рублей на отдых детей-спортсменов по линии регионального Минспорта, 39 миллионов направлено в виде субсидий муниципалитетам. Ну и отмечу, что для различных категорий детей в республике установлены меры социальной поддержки. Так, путевки представляются по льготной стоимости, либо бесплатно. Кроме того, выплачивается компенсация родителям, которые самостоятельно приобрели путевку в детские лагеря, расположенные на территории России и включенные в соответствующий реестр. Размер компенсации составляет 750 рублей в сутки за каждый день смены. На территории Республики Коми будет открыто 470 лагерей, в том числе стационарные, с дневным пребыванием, а также лагеря труда и отдыха. В поселке Вайвож обновляют досуговый центр. Крыша здания сильно протекала, что повлекло за собой внутренние разрушения. Особенно остро проблема ощущалась во время дождей и снегопадов, таяния снега. Глава Коми Владимир Уйба поручил Министерству культуры привести здание в порядок. Как выполняется поручение, узнала Мария Лидовских. Дом культуры «Нефтяник», ныне переименованный в досуговый центр, гостеприимно распахнул свои двери в ноябре 1948 года. Уже многие десятилетия он является культурным центром жизни поселка. Капитальный ремонт за эти годы не проводился. Проблем накопилось много. Проблема с кровлей в досуговом центре «Нефтяник» поселка Вайвож существовала десятилетиями. Мы с этой проблемой обратились к главе Республики Коми Владимиру Викторовичу Уйба, и из резервного фонда правительства Республики Коми было выделено более 8 миллионов рублей. В феврале мы уже заключили контракт, и на сегодняшний день кровля досугового центра «Нефтяник» капитально отремонтирована. Мы очень благодарны главе Республики Коми за то, что нашу проблему услышали, деньги были выделены, и здание теперь не разрушается. Стоит отметить, что на сегодняшний день в досуговом центре действует 24 клубных формирования. Занятия по душе здесь может найти каждый, независимо от возраста. Ведут свою работу хореографические коллективы «Мимимишки», «Вдохновение», «Импульс», театральная студия «Мираж» и другие. Действуют волонтерские и любительские объединения для взрослых и детей. Ремонт досугового центра планируется продолжить. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Каждый год накануне Дня защиты детей городская организация инвалидов совместно с ГДК «Горизонт» дарят праздник особенным детям. Называется мероприятие «Лети, лети, лепесток». Как сказка Валентина Катаева про девочку Женю, которая своим желанием вылечила друга. Дети могут учиться в школах, но в основном предпочтение дается надомному обучению, коррекционной школе обучения. И многие дети у нас не общаются, не ходят в школу, они замкнутые, не ходят в школу, с сверстниками не играют, не видят, как они развиваются. И сегодняшнее наше мероприятие для того, чтобы дети с инвалидностью и без могут учиться и играть вместе. На этот раз ведущими праздника для ребят стали знаменитые фиксики Симка и Нолик. Им помогали юные волонтеры. Смотри, сколько тут сегодня гостей собрались.
Папусы и папусы. Дипусы, да? Да, здорово. Программа оказалась насыщенной. Фиксики рассказали и показали, как здороваются в разных странах, загадывали загадки, танцевали, веселились сами и веселили ребят, учили разным играм и поднимали градус настроения. Праздник прошел ярко и весело. Ребята получили сладкие подарки и загадали самые заветные желания. Может быть, как в сказке, они когда-нибудь исполнятся. В Сосногорске состоялось открытое муниципальное первенство по плаванию, посвященное Дню защиты детей. Соревнования прошли в 2 дня. Участие в них приняли команды из Ухты, Емвы, Микуня, Сыктывкара и Сосногорска. Почти 170 пловцов в возрасте от 6 лет и старше. Первенство проводится ежегодно. В этом году стало 5-м по счету. От имени главы муниципального района Сосногорск Махмутова Ильдара Зульфаровича и депутатского корпуса хочу поздравить с открытием соревнований, с наступающим праздником Днем защиты детей. И также пожелать всем здоровья, успехов, побед. Главный судья, тренер по плаванию Антон Апраксин отметил, что участие в соревнованиях для юных пловцов – это совершенствование мастерства, укрепление спортивного духа и дружбы между командами. Давай, плыви! Первый день ребятам нужно было осилить 2 разные дистанции в зависимости от возраста. 50 метров на спине, 50 вольным стилем, а также 200 метров на спине, 200 брасом и 200 вольным стилем. Антон Апраксин подвел итоги сезона секции по плаванию. Спортсмены из группы 7-9 лет стали неоднократными призерами на республиканских соревнованиях, хорошо выступили на межрегиональных и достойно представили Сосногорск на всероссийских. А теперь о других новостях короткой строкой. В Коми улучшились демографические показатели. За 3 месяца текущего года на учет по беременности встало на 38 женщин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего 1617 человек. А за 4 месяца 2024 года снизилось количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста. За январь-апрель родилось на 15 детей больше, чем в прошлом году у женщин в возрасте до 25 лет. В нашем регионе такие показатели наблюдаются впервые за многие годы. 25-26 мая в Сыктывкаре состоялась республиканская спартакиада пенсионеров среди любителей спорта старше 55 лет. Более 70 человек приняли участие в спортивных состязаниях по пулевой стрельбе, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, шахматам и дартсу. Участники из Сосногорска завоевали 3 серебряные и 1 золотую медали. 27-29 мая в столице Коми прошло первенство республики по футболу среди игроков до 14 лет. Команда Сосногорска под руководством тренера-преподавателя Валерия Патракова заняла 1-е место. Лучшими игроками соревнований были названы сосногорцы Николай Солонин и Илья Ерофеев. И в завершении выпуска коротко о погоде. На выходных и в начале следующей недели в Сосногорске будет от плюс 11 до плюс 21 градуса в дневные часы и от минус 1 до плюс 16 в ночные. В воскресенье синоптики прогнозируют усиление ветра и дождь. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до встречи! Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.